Здравствуйте, меня зовут Лебедев Эдуард Евгеньевич. Я являюсь старшим научным сотрудником Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат филологических наук. Тема сегодняшней лекции обусловлена юбилеем, который наша республика отмечает в этом году. Это 150 лет со дня рождения известного нашего ученого, чувашеведа, тюрколога, профессора Николая Ивановича Ашмарина. Тема называется «Николай Иванович Ашмарин. Основоположник чувашского языкознания». Родился Николай Иванович 4 октября 1870 года в городе Ядрин Казанской губернии в купеческой семье. Через несколько лет его семья переехала в город Курмыш. Город Курмыш – это современное село Курмыш, оно расположено в Нижегородской области, Пельнинский район. Вот именно в этом маленьком городе, который расположен на берегу реки Суры, Николай Иванович Ашмарин и провел все свое детство. И именно в этом городе он впервые столкнулся с чувашами и с чувашским языком. Именно здесь у него зародился интерес к изучению чувашского языка. Далее, после окончания Нижегородской классической семинарии, Николай Иванович выбирает для себя, для дальнейшего обучения, Московский институт восточных языков, или по-другому Лазаревский институт. Почему он выбрал именно этот институт? Дело в том, что в этом институте преподавались восточные языки, и Николай Иванович, уже к тому времени определившийся со своей будущей профессией, решил именно заняться изучением восточных языков, прежде всего османско-турецкого языка, именно потому, что это, по его мнению, должно было ему помочь в будущем заниматься чувашским языком. Говоря об учебе в Москве, которая у него продолжалась с 1891 по 1894 годы, конечно, нужно упомянуть о его учителях, и прежде всего о Федоре Евгеньевиче Корше. Это был действительно очень выдающийся ученый, педагог. Он действительно очень много дал Николаю Ивановичу как будущему специалисту по тюркологии. И мы действительно можем говорить, что, обучаясь в Московском институте восточных языков, Николай Иванович Ашмарин получил сильную, такую основательную, фундаментальную теоретическую подготовку. Там же, в Москве, он познакомился с другим известным деятелем того времени, это Иван Николаевич Юркин, и он познакомился с его материалом, который тот собрал, с материалом чувашских песен. И первой работой Николая Ивановича Ашмарина, которую он издал в Москве, еще будучи студентом, стал очерк народной поэзии чуваш. Дружба с Иваном Николаевичем Юркиным у них продолжилась потом на всю жизнь. Они много переписывались, общались. Конечно же, Иван Николаевич тоже оказал большое влияние на становление ученого нашего. После окончания Московского института восточных языков Николай Иванович принимает решение поехать в город Казань. Хотя у него были и другие предложения, в частности, его активно, так как он
знал уже к этому времени достаточное количество и европейских, и восточных языков. Его приглашали дальше по дипломатической линии, чтобы он работал в одной из стран Европы или Азии. Но Николай Иванович, он отказался от всех этих заманчивых предложений и решил всю свою дальнейшую жизнь посвятить изучению чувашского языка. Для этого поехал в город Казань. В городе Казани он сначала устраивается на работу учителем татарского языка в Казанскую крещено-татарскую школу. Затем его принимают на работу в качестве учителя географии в Казанскую учительскую и народческую семинарию. В эти же годы, правда, это началось немного ранее, Николай Иванович начал собирать материал для своей первой большой книги по грамматике чувашского языка. Как он сам писал в своей автобиографии, те учебники, та литература по чувашскому языку, которая существовала вот в то время, во второй половине XIX века, не удовлетворяла его полностью, и Николай Иванович решил сам восполнить вот этот пробел и создать свою грамматику чувашского языка. Далее, в 1896 году, это уже документально известно, этот год можно считать началом сбора материала для будущего словаря чувашского языка. Именно в этот год Николай Иванович принял окончательное решение по составлению словаря чувашского языка. И если мы будем вести отчет от 1896 года и до года смерти ученого, до 1933 года, то у нас получится, что собиранием и составлением словаря ученый занимался около 40 лет. То есть это практически большую часть своей жизни он занимался составлением чувашского словаря. В 1900 году Николай Иванович готовит программу для составления чувашского словаря. Конечно же, он понимал, что такую огромную работу невозможно выполнить одному человеку, и для этого он создал программу для сбора материала, опубликовал ее в «Известиях» университета, и после этого на зов ученого откликнулось очень много людей. В первую очередь, конечно же, это специалисты, это общественные деятели, педагоги, ученые, которые с радостью, с готовностью начали помогать и отправлять Николаю Ивановичу Ашмарину те материалы, которые они собирали в местах их проживания. Но помогали Николаю Ивановичу не только специалисты и общественные деятели. Среди помощников его было много простых людей, которые тоже всей душой горели за свой родной народ, за свой язык и всеми возможными способами тоже помогали, собирали материал для будущего словаря. В 1898 году в Казани выходит первая книга по грамматике чувашского языка. Она у меня здесь есть. Она называется «Материалы для исследования чувашского языка». Состоит эта книга из двух частей. Первая часть – это учение о формах, то есть, если говорить современным языком, это фонетика. И вторая часть первая часть учения о звуках, фонетика, и вторая часть учения о формах, морфология. Первая монография по чувашской грамматике, она действительно стала
ну, скажем, такой фундаментальной работой, и правильно писал об этом другой наш известный ученый Михаил Романович Федотов, то, что Ашмарин пришел в чувашское языкознание сразу с крупными работами. Это действительно фундаментальный труд, в котором рассмотрены все вопросы чувашской грамматики, фонологии, морфологии. В этой работе Ашмарин представляет свою транскрипцию чувашских звуков, которая, ну, не побоюсь этого слова, до сих пор, наверное, является одной из наиболее точной и удачной транскрипций звуков чувашского языка. Кроме этого, в книге рассмотрены многие вопросы морфологии, начиная от самых таких простых тем, как, скажем, словообразование, и заканчивая более сложными формами имен существительных, глагола и других частей речи. То есть достаточно подробный такой идет обзор, анализ всех этих тем. Завершается работа приложением, в котором Ашмарин описывает диалект Козмодемьянского уезда, диалект чувашского языка. Это тоже, можно сказать, стало началом зарождения чувашской диалектологии. Далее, не прошло и каких-то 4 лет, как в печати выходит еще одна классическая и фундаментальная, можно тоже это слово применить к этой книге, работа «Болгары и чуваши». Ну, у нас вот под рукой сейчас ее переиздание 2000 года, это репринтное издание. Сама по себе по объему эта работа небольшая, но в этой работе рассмотрены настолько вот глобальные проблемы по происхождению чувашского языка, что просто удивляешься, насколько вот автор смог это все изложить в вроде бы небольшой по объему работе. Работа, как вы уже догадались, посвящена истории чувашского языка, прежде всего анализу волжско-булгарских эпитафий, арабографичных эпитафий. Выполнена работа на очень высоком уровне. При написании этой работы автор проделал огромную работу по изучению источников, всех источников, которые существовали на тот момент. Ну и действительно просто поражает, насколько он скрупулезно разбирает все вот эти примеры, которые даны в памятниках волжских болгар. На основании своих исследований Николай Иванович приходит к мнению, что потомками, прямыми и единственными потомками, современными потомками волжских болгар являются именно чуваши. В 1903 году, то есть буквально через год после выхода работы «Болгары и чуваши», Ашмарин издает еще одну книгу. Это «Опыт исследования чувашского синтаксиса». Вот эта вот работа, часть первая. В ней он уже рассматривает проблемы чувашского синтаксиса. Работа тоже очень объемная, она по своему объему занимает более 300 страниц. Это, конечно, огромный труд, и действительно поражаешься трудолюбию автора, то есть насколько он смог вот в такой сжатый срок подготовить несколько таких крупных монографий. А если мы еще учтем, что основной работой Ашмарина это было преподавание географии, то есть практически он вот научной работой занимался во внерабочее время, по вечерам, то есть какой огромный труд он сумел выполнить вот за такое короткое время.
Далее. В 1910 году, благодаря стараниями председателя переводческой комиссии Катанова, тоже известного тюрколога, выходит в свет первый том чувашского словаря. Через 2 года после выхода первого тома чувашского словаря в 1912 году выходит второй том. Но, к сожалению, на этом издание чувашского словаря прекратилось. И вновь возобновить это издание ученый смог только через долгих 16 лет, в 1928 году. С 1919 года Николай Иванович был принят на работу в должности профессора чувашского и татарского языков в Северо-Восточный археологический этнографический институт. Наверное, впервые после завершения института Николай Иванович попадает, то есть занимает именно то место, которое ему действительно нужно занимать. То есть он становится официально профессором университета. К сожалению, эту должность он занимает недолго. Как мы знаем, 19-20 годы – это были самые тяжелые годы в нашей стране, послереволюционные годы, когда в стране бушевала гражданская война, и действительно был голод и безденежье. То есть Ашмарину и его многочисленному семейству приходилось очень тяжело в эти годы, не хватало денег на жизнь буквально. Поэтому в 1920 году ученый принимает решение покинуть Казань и переехать в Симбирск, где в это время открывается первый чувашский вуз, Чувашский институт народного образования.